Китай, содержащий в лагерях миллионы мусульман, стал центром очередного скандала. По сообщениям новостного сайта Гёкбайрак, Китай экспортирует в арабские страны органы заключенных мусульман Восточного Туркестана. Ранее австралийские ученые, исследовавшие ситуацию вокруг пересадки органов в Китае, подтвердили информацию о том, что органы приговоренных к смертной казни изымались без их согласия и использовались в различных целях. Через 3 дня после сложения полномочий президентом Казахстана в крупных городах были задержаны протестующие из-за ряда введенных изменений. Причиной протестов стало назначение на пост главы Сената Дариги Назарбаевой. Протестующие в Астане и Алматы выразили свое недовольство идеей переименовать столицу в честь первого президента Казахстана. В одной из фабрик Китая, находящихся в восточной провинции Гянсу, произошел взрыв. Региональные власти сообщили о 47 погибших и 640 пострадавших. Глава КНР Си Цзиньпинь посоветовал местному управлению извлечь урок из данной ситуации. В свою очередь, газета China Daily сообщила, что данная фабрика, выпускающая более 30 видов органических и химических соединений для крупных предприятий, не раз получала предупреждение и была оштрафована за нарушение правил техники безопасности. После заявления Израиля относительно Голландского плато, президент России Владимир Путин созвал Совет Безопасности на внеплановое собрание. Пресс-секретарь российского правительства Дмитрий Песков заявил, что следует быть избирательными в словах и действиях, дабы не усугубить ситуацию и не навредить политикам обеспечения стабильности и безопасности на Среднем Востоке. После крушения самолета в Африке национальная авиакомпания Индонезии Garuda Индонезия расторгнула соглашение с Boeing. За последние полгода было зафиксировано крушение 2 самолетов Boeing 737 MAX, в которых погибло 346 человек. 10 марта в столице Эфиопии через 6 минут после взлета потерпел крушение самолет фирмы Boeing. Погибло 147 человек. По словам специалистов, крушение самолета могло быть спланировано Китаем, крупнейшим конкурентом США.